Народный театр имени Петра Шейна, пожалуй, самый известный театр республики. Многие зрители удивляются, как адвокаты, инженеры, юристы могут так убедительно воплощать сценические образы. Юрий Георгиевич Стульников, руководитель театра, талантливый, остроумный, организатор, специалист, человек, преданный театру, герой нашего проекта «Живая история». Здравствуйте, Юрий Георгиевич. Как ваше настроение? Как ваши дела? Здравствуйте. Несмотря на пандемию, настроение отличное, замечательное, творческое. Вы человек-история, легенда. Вам выпала такая честь работать с самим Петром Шейном. Каким он был человеком? Как вы его запомнили? Ну, во-первых, хочется сказать, как я с ним познакомился. Я пришел с армии в 1983 году. Решил поступать на юридический факультет университета нашего Башкирского государственного. Подготовительные курсы год прошел. И потом меня, как уже студента первого курса, нашел некий студент Улитин Владимир. Как выяснилось потом, это один из первых учеников Петра Александровича Шейна, с которым он приехал с города Нефтекамска, где Петр Александрович Шейн был директором местного дома культуры в Нефтекамске и руководил тоже театральным коллективом, в котором участвовал Владимир Улитин. Вот. Появился он, узнав о том, что, прочитав мои характеристики, что я человек творческий, занимаюсь, сколько себя помню, театральным искусством, и он пригласил меня в театр Петра Шейна, который на тот период был, во-первых, директором, он был первым директором, как открылся Дворец культуры, а Дворец открылся Нефтяников в декабре 1981 года. В театр меня пригласили в 1986 году. Дело в том, что на тот период в театре, которым руководил Петр Александрович Шейн, то есть я хочу сказать, что он еще и был первым создателем театрального коллектива, вообще творческого коллектива во Дворце, в котором он был первым директором. Это был вот Народный театр. Тогда он еще не был народным, он был просто самодеятельным театром. И вот при постановке спектакля Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж», там один актер, играющий одну из главных ролей, выехал в другое место жительства. И срочно нужен был актер. Найти его нужно было. И Володя Улитин привел меня к Петру Александровичу Шейну, который сразу меня стал прослушивать. На тот период я читал басню «Зайцева хмелю», и на первых строчках он меня остановил и сказал: «Где ты его взял?» Вот. И так я попал в творческий коллектив, театр, которым руководил Петр Александрович Шейн. И началась творческая моя карьера в этом театре, в котором я до настоящего времени нахожусь. Шейн Петр Александрович был, помимо того, что хорошим организатором, хозяйственником, знающий свое дело, руководящий таким большим дворцом, он с того периода был самым большим, самым красивым. Петр Александрович знал свое дело, он знал каждого человека во дворце, все отделы, знал, чем кто занимается. Был строгим, но объективным. Если даже он кричит где-то, шумит, он потом говорит: я на вас повышаю голос и шумлю иногда, не обижайтесь на меня, потому что я вас как людей, как творческих, как знающих свое дело очень уважаю. А я вот хочу добиться того, что нужно, чтобы была отдача и творческая, и иная. Я в театре при нем сыграл более 30 ролей, если даже не считать сказочных персонажей, поскольку раньше вот сказки, которые здесь ежегодно новогодние проходят, всегда ставились Петром Александровичем Шейном вживую. Хотя он имел высшее образование, которое он получил по специальности режиссуры, был учеником Товстоногова даже и Карцева, больше всего в нем привлекало то, что он был интуитивный режиссер. Что это, как я понимаю и как это мы понимали, всегда подходил с той позиции, что он делал так вот, как он чувствовал. Он порой не все мог объяснить, а потом
и он, и все понимали, действительно, по-другому здесь нельзя было. Это касается и спектаклей, и тех мероприятий, о которых я говорю. Он работал на разных площадках. И в театре Башдрамы, и в театре оперы и балета, на всех наших стадионах, которые есть. Он даже выезжал, его просили участвовать в других мероприятиях значимых, юбилейных по всей Башкирии. Вот был такой человек творческий. А как проходили его репетиции? Вот репетиции проходили очень необычно. Где-то, вот я уже повторюсь, где-то жестко. Но я еще раз говорю, что его жесткость, она только на пользу шла. Мы не обижались на него. Хотя были и конфликты, и некоторые даже из нас уходили, очень обижаясь порой на него сильно. Но потом понимали это. И он сам понимал это, и сам подходил к тебе и говорил: еще раз, вы не обижайтесь на меня. Вы же понимаете и знаете, каков у нас всегда результат. А результат был всегда интересный. Всегда были аншлаги на спектакле и на его мероприятиях любых. Он же не только ставил вот спектакли и те шоу, он еще ставил концерты, и правительственные концерты. Кстати, из нашего коллектива театра Шейна и ведущие были. В том числе ведущий был известный ныне актер, заслуженный артист России и народный артист Башкирии, это Оскар Абдразаков. Он вел концерты, которые ставил Шейн. У нас много было интересных людей. И через дворец же, через его как бы горнило этого дворца и прошел Шевчук тоже. Наши ныне известные артисты, это Геннадий Родионов, Радик Гореев. Тут много звезд выступало на этой сцене. И оперных певцов, и ведущих артистов филармонии нашей. Вот он такой был. Он входил во все. Когда была постановка спектакля «Божественная комедия» по пьесе Исидору Штоку, у нас всегда на ней были аншлаги, переаншлаги. И в один момент Петр Александрович Шейн был в командировке в Москве. Вот шел спектакль вот на этой сцене. А декорация была такая, что все ангелы, одного из ангелов играл я, ангела А, подхалима такого. Бога играл наш старейший актер, царствие его небесное, это заслуженный работник культуры Шнейдер Борис Аронович, который играл Бога. И вот во время одной из сцен, повторяю, что все облака были подвешены на траверсах на высоте где-то 4 метров, и все ангелы А, Б, В, Г, Д находились на этих площадках, типа облаков. Забирались мы туда по цирковым лестницам. И вот в один из эпизодов, там шла фонограмма «Земля» в иллюминаторе, музыка шла, траверса качнулась, моя, это самое, и я выпал с облака. Задняя стенка, которая была прибита к площадке на гвоздях, облако нарисовано, оно выпало, и я кувыркнулся в воздухе и упал рядом с ней, ладно, хоть не на гвозди. Вот. И тишина такая образовалась в зале, что кто что подумал, там разбился, он живой или что. И первый заговорил в тишине, не по сценарию, естественно, а вот Бог, Борис Аронович Шнейдер заговорил. Причем заговорил он тогда, когда я все-таки еле поднялся, взял зачем-то вот это облако при полной тишине и пошел за кулисы с этим облаком. И меня что-то в голове замкнуло, думаю, что же я делаю, спектакль идет. Бросил за кулисами облако и еле-еле поднялся по этой цирковой лестнице опять на площадку. Держась за тросы, смотрю вниз. У меня все кружится, зрители, ангелы, Господь Бог. И Господь Бог меня спрашивает: ну как ты, ангелочек? У меня соединилась и боль, и страх за все. Вот, перепугался я, конечно, и у меня что было? Мощи. Я крикнул во весь зал, говорю: Господи, я сейчас так шандарахнулся. И такой вал аплодисментов. И Бог, еле сдерживая, засмеялся, и ангелы, и зал. Шквал был, я не знаю, сколько минут был шквал большой.
Потом, когда закончился спектакль, я его до конца довел, хотя мне помогали ангелы. Потом увезли в травмпункт, на Достоевского у нас в Уфе травмпункт есть. Привезли меня, я сел, без очереди меня, значит, посадили на кушеточку. Я сел, так сижу, тихо, такой тихий сижу. А там медбрат, большой такой мужчина сидит, медсестра вся. И там он заполняет бланк документов, фамилия, имя, отчество, год рождения. И там есть графа «Механизм образования травмы». Он так поворачивается ко мне и говорит: что у вас случилось-то? Я на полном серьезе, я же это говорю, я с облака упал. Он так на меня посмотрел, тоже притихли все. Думает, куда же, его не сюда надо везти, говорит, наверное, дурдом. И я смотрю, что он на меня смотрит, как на дурачка. И я говорю: да вы меня не поняли. Я говорю: во время спектакля «Божественная комедия» с облака вывалился, говорю, ударился. И мне дали кличку Архангел и делали перевязки без очереди. Вот. А после этого спектакля, я вот не договорил, зрители, которые подходили, вот кто выходил на сцену, там цветы вручал и так далее, кто что говорил мне, кто понимал, что я упал, действительно, говорит: вы уж поаккуратнее. Я говорю: ладно, хорошо. А кто спрашивал: это у вас на каждом спектакле такое? Я говорю: приходите. И кто-то уже позвонил Петру Александровичу Шейну, в аэропорт он приземлился, и сказали: у вас ангел разбился. Вот такое было. Вот такой был случай. Ну, казус. Вот. Петр Александрович создал такую атмосферу, что это была как семья. Я вам больше скажу, это была не только вот семья внутри самого театрального коллектива, но это при нем, когда он был директор, это и общая была семья. Человек в жизни живет ведь одну жизнь, ну, за исключением тех, кто лицемерит или что. А ведь актеру дано прожить несколько жизней. Это же счастье. Почувствовать себя и не только в настоящем времени, но и в другом времени. Вот мне довелось сыграть несколько таких ролей. Это в «Шуте» Балакирева Петра I. Это замечательно. У кого такая возможность? Это есть возможность у актера. Или сыграть в поминальной молитве Григория Горина Менахема Мендела такую замечательную роль. А какое партнерство! Это актеры замечательные в театре были, и сейчас и есть. Поэтому вот это изюминка человека, который приходит в театр. Прожить несколько ролей, почувствовать себя и пережить много того, чего в жизни можно не пережить, а на сцене переживаешь. Это очень здорово. Это обогащает, это дает импульс к жизни. Жизнь становится насыщеннее, интереснее у актера. Вот это дает театр. Его все знают, любят все. Вы всегда искупы в стиле, чтоб смеялись и шутили, и женатики побыли. Существует в скучном мире жанр чудной лады. Юрий Георгиевич, вы можете рассказать нам про сегодняшний день театра? Сегодня театр продолжает жить. Мы стараемся помнить и все заветы, которые и советы передал нам Петр Александрович Шейна. Не случайно мы нотариально заверили и дали имя Петру Александровичу Шейну. Сейчас театр у нас называется полностью Народный театр. Третье поколение имени Петра Шейна. Это узаконенное название. При уже государственном концертном зале Башкортостан, который ныне называется бывший дворец техники и дворец нефтяников. Традиции мы чтем. Мы всегда, еще при нем была у нас традиция, это клясться во время спектакля. У нас есть своя клятва, у нас есть свой гимн театра, который был еще создан при его жизни нашим актером Ростиславом Шибановым, который мы периодически исполняем.
нас в театре до сих пор работают, играют актеры, которые пришли его еще при нем. То есть с 1981 года у нас 7 актеров работают до сих пор. Мы естественно, пополняем новыми актерами. Вот есть актеры, которые уже 30 лет, 25 играют. И мы стараемся пополнять новыми талантливыми актерами. У нас прослушивание проходит, к нам может каждый прийти, желающий, могущий и жаждущий играть в нашем театре. Так что двери у нас открыты в театре, традиции мы чтем театра. Вот в настоящее время сейчас у нас репетируется 4 спектакля. Феномены Григория Горина, потому что Григорий Горин для нас один из лучших авторов, мы его полюбили и поставили несколько его спектаклей, которые я уже называл. Это «Шут-балаки», «Поминальная молитва», «Королевские игры». И вот этот спектакль, который ныне вот будет, мы его поставили, «Феномены». Спектакль интересный, необычный. Спектакль «Подыскиваю жену недорого». Спектакль, вот, кстати, впервые мы пригласили в наш театр профессионального режиссера поставить спектакль «Слава Богу, ты ушел». Это необычный спектакль, он такой новогодний, веселый. Пригласили мы доцента кафедры режиссуры и мастерства актеров Института искусств. Это Рима Талгатовна. И 4-й спектакль, премьера которого ожидается 5-6 декабря этого года, это «Муж моей жены». В основном сейчас мы ставим спектакли комедийного плана. Потому что и Шейн тоже говорил, хотя у него были очень много психологических и необычных спектаклей. Но сейчас мы стараемся при вот такой сложной жизни и с этой пандемией, будь она неладна, мы стараемся все-таки людей как-то зарядить положительными эмоциями. В декабре театру будет 40 лет. Даже когда был здесь капитальный ремонт, театр работал на других площадках. И в театре молодежном работала, в доме актеров работал, но ни на год не прекращал своего существования. Спектакли ежегодно проходили, и ежегодно были премьерные спектакли. На нашем счету сейчас более 80 спектаклей, если даже не считая сказок, которые мы ставили вот раньше. Ваши пожелания коллективу Государственного концертного зала Башкортостана? Государственному концертному залу я желаю здоровой атмосферы, взаимопонимания, относиться друг к другу уважительно, вежливо, понимать друг друга. Даже когда возникают какие-то сложности, они возникают в любом трудовом коллективе, что как бы все это стиралось, как бы на душе, чтобы оставалось все хорошее и доброе, чтобы понимали, мы люди искусства, работающие в этом дворце, мы люди культуры, так надо оправдывать это название. Надо и культурно, и искусно жить, творить, ну, иногда вытворять, только в разумных пределах. Я желаю еще раз здоровой атмосферы нашему коллективу и хороших результатов в жизни нашего коллектива. Спасибо.